Аполлинария Дегтярева. Кинорежиссер, продюсер, сценарист, маркетолог креативных индустрий. Окончила ИСФИР СВФУ с 2 красными дипломами как филолог-японовед и лингвист, а также курс в ГИКа по продюсированию аудиовизуальных проектов. В 2013 году, будучи студенткой, сняла короткометражный фильм «Внутренний голос» с участием глухих актеров. Является режиссером передач и подкастов канала «Я Угарова». В 2023 году сняла цикл передач «Поговорим культурно» о жизни и деятельности Алексея Кулаковского. В ноябре на большие экраны выходит ее первый полнометражный фильм «Присутствие», вошедший в топ-10 актуальных российских фильмов 2025 года. Аполлинария, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть, особенно учитывая, что у нас есть прекрасный информационный повод. Это премьера, которая сейчас идет во всех кинотеатрах, вашего первого дебютного фильма. Ну, как первого большого. До этого были студенческие работы. Что это за фильм? Фильм «Присутствие» — это триллер-хоррор одной локации и игры достаточно ограниченного количества актеров. Этот фильм, он раскрывает темы страха и одиночества. Вот. Вообще я хочу сказать, наверное, то, что это все-таки не просто моя первая работа полнометражная, да, это мое детище, действительно, потому что идея этого фильма, она зародилась еще в 2014 году, то есть вот так долго я его вынашивала. Вот. И вот сейчас, 2025 год, больше 10 лет прошло, и наконец-то он обрел форму и готов к тому, чтобы увидеть свет и показаться зрителю. А мне интересно, это триллер, это хоррор. Вообще существует какой-то тренд в последнее время общий, что нас все пытаются пугать бесконечно. С чем это связано? Скажите, пожалуйста. Ну вот это удивительно, то, что вы сказали о том, что это давно пришла эта идея. Тогда, наверное, тут какая-то должна быть ремарка. Ну, для начала отвечу, почему мы пугаем. Да. Вот. На самом деле это, возможно, какая-то верхушка айсберга. Да? То есть люди действительно думают, что хорроры и триллеры, они нужны для того, чтобы просто напугать людей. Но на самом деле, да, если посмотреть глубже, да, то мы можем проследить такое, да, что когда зритель приходит на триллеры и хорроры, он не просто пугается, он испытывает искренние эмоции, потому что испуг невозможно подделать. Да? То есть даже если, вот, например, можно подделать плач или смех, да? Но вот это вот ощущение страха, да, оно истинное. Вот. И я думаю, то, что благодаря триллерам и хоррорам люди буквально вот на какое-то время они пугаются, да, а потом это сходит на нет, да, и потом они идут, выходя из зала, они ощущают такое чувство, возможно, удовлетворение и облегчение. Да? И именно благодаря триллерам и хоррорам это для них воспринимается, наверное, как-то не так сильно, как это происходит в жизни. Потому что в жизни так или иначе каждый из нас тоже пугается. Да? Вот. Невозможно сказать, что ты полностью бесстрашен. Да, даже если ты там прорабатываешь все свои страхи, да, но тем не менее. А триллеры и хорроры помогают нам это переживать легче, да, как некие аттракционы. Вот. И я думаю, то, что все равно сейчас это у нас такое время, когда триллеры и хорроры становятся максимально популярными, это, наверное, говорит о том, что люди готовы открыться с твоим страхом, готовы посмотреть страху в глаза. И это время действительно какой-то искренности, открытости людей, и это про честность. И это очень здорово, мне кажется. И вот такое вот поколение сейчас вот воспитывается, да, и мы должны, мне кажется, это поддерживать. Как интересно. Ну, действительно, логично это выглядит, потому что понятно же, что если бы люди не ходили, то есть если бы не было зрительского спроса, то, наверное, кинематографисты не снимали бы подобное кино. И получается, что это какая-то эволюция кинематографа. То есть изначально, если кино претендовало на искусство, да, то есть это вот что-то такое было
чтобы подсветить, может быть, то, что незаметно, или показать то, чего нет, или еще что-то, то сегодня кино — это инструмент психотерапии, так получается? Ну, так громко, наверное, я не могу сказать, да, потому что я не являюсь сама психологом. Вот, но действительно, если посмотреть, наверное, к источникам, да, то есть к каким-то, возможно, исследованиям, да, я сама тоже наталкивалась на такие результаты исследований, они меня очень как-то воодушевили, наверное, да, что действительно те люди, которые любят хорроры и триллеры, они меньше переживают стресс, да, легче это все происходит, особенно если посмотреть на исследования, связанные вот с пандемией 2020 года, то там вот прямо провели параллель с фильмами, и это было очень интересно. И не думаю, что кинематограф прям становится частью психотерапии, однако это очень, наверное, может быть интересный коллаб. Вообще, в принципе, в искусстве, я думаю, то, что очень много таких вот каких-то, наверное, прецедентов, да, что есть арт-терапия, да, вот это вот все. И почему бы кинематографу тоже не войти в это и не помочь таким образом Не взять на людям. себя эту функцию. Да, это было бы здорово, мне кажется, потому что человек все равно приходит туда, он погружается в эту атмосферу, он полностью в ней, он проживает какие-то другие жизни вместе с персонажами. И это очень классно, да, то есть, по сути, благодаря кинематографу человек может прожить тысячи жизней, при этом имея всего одну. О, это здорово. Но это вот мы сейчас обсудили с позиции зрителя. Да. Да, почему это зрителю нужно? Почему зрителю нужно пойти, допустим, на хоррор присутствие, посмотреть его и так далее. Психотерапия. Да, вы станете стрессоустойчивыми. Да, а точно. почему это нужно было вам еще в 2014 году? Вот это интересно. Ну, я сразу скажу, да, что я человек, любитель триллеров и хорроров, да, и я люблю, наверное, не потому, что это меня пугает, а потому что в этом жанре, да, сюжеты, они могут быть острыми, да, сюжеты могут быть разными, они могут быть с неожиданными концовками, и это всегда интригует. Вот. А когда фильм вызывает вот такой вот неподдельный интерес, мне кажется, то, что он автоматически тебя влюбляет в себя. Вот. И я как-то так прям прониклась этим жанром. И вот в 2014 году я на просторах интернета на каком-то, скорее всего, это был японский сайт. Да? Я сама училась на японоведа, да? И тогда эта тема мне была очень близка. И там было видео, которое просто потрясло меня до глубины души. Оно сопровождалось историей одной японской семьи. И я когда это увидела, я подумала, надо снимать кино. Вот как-то даже не было понимания, как это делать, когда это будет, но просто какое-то убеждение, что люди должны это увидеть, люди должны узнать, что такое тоже бывает, да, в жизни. И вот с этой мыслью, да, я вот шла до 2022 года, и эта идея, она перерождалась, трансформировалась. То есть сюжеты, они были абсолютно разными. И то, что было в 2014 году, вот эта вот задумка, сейчас от нее осталась малая часть, но при этом сама идея фильма, она осталась неизменной. И вот это вот мне очень нравится, да. Вот. И в 2022 году, наконец-то, впервые я утвердила синопсис и начала писать сценарий. В 2023 году мы уже сняли фильм. Вот. И я думаю, то, что это было важно пережить, потому что в ходе вот всех этих лет я сама изменялась, у меня менялись мои взгляды. После того, как произошла пандемия, у меня просто мировоззрение повернулось на 180 градусов. Вот. И, соответственно, так как это все-таки тема страха, да,
вот это вот переживание, наверное, мое, оно тоже вошло в этот фильм. Да? И я думаю, то, что это будет таким вот важным элементом, да, чтобы у каждого зрителя были точки соприкосновения с этим фильмом, с этой историей. Да? Потому что каждый из нас так или иначе это все пережил. Да? И, возможно, каждому зрителю будет что-то близко. Вот. И я думаю, то, что несмотря на то, что этот фильм все-таки не является лично моей историей, да, но есть какие-то вкрапления, да, в которые я вложила, наверное, какую-то душу и сердце свое. И себя. Да, конечно. Следующий вопрос. Вы такой довольно большой путь прошли у поиска. Я не говорю, что он закончился. Может быть, он еще и не закончился. Может, это один из этапов. Но, допустим, были какие-то такие тенденции к архитектуре, к дизайну в детстве, в детском возрасте. Потом вот вы какое-то время посвятили изучению японского языка и Японии в целом. Лингвистика. Да? И в конечном счете вот сейчас режиссура. Каким был этот путь самоопределения? И почему именно вот такая траектория у него? Ну, вообще, с детства я была очень творческим ребенком, очень любила рисовать. Да? И я, наверное, где-то с 5 лет думала о том, что, ну, скорее всего, я стану художником. Вот. И я поступила где-то в 8 классе в архитектурную школу. И мне действительно очень нравилось творить, да, что-то такое объемное, да, какие-то там проекты делать. Но в какой-то момент, да, когда уже настало время поступать куда-то, я подумала то, что архитектура — это настолько связано с математикой, черчением, с физикой. Те предметы, которые, ну, мне, если честно, не были абсолютно интересны, это во-первых. А во-вторых, они мне не удавались из-за этого. Да? И мне казалось, то, что ну, я пойду туда, мне это будет не удаваться, и так или иначе все равно это брошу, потому что ну, как бы интерес, когда есть, да, и он такой искренний, это не то же самое, когда у тебя вообще ничего не получается, и ты хочешь поскорее это бросить. Вот. И я решила то, что лучше я получу то образование, которое действительно будет меня зажигать, греть и вообще какой-то отклик в моей душе, в моем сердце иметь. Я поступила вот на японоведа. Я вообще не жалею, мне кажется, то, что это были самые лучшие мои годы. Да, вот студенчество прям очень такое яркое время. Именно тогда я как раз-таки увлеклась кинематографом. Это очень странный момент, но прям на первом курсе, видимо, судьба так решила, что нам задали такое вот странное немножко задание, да, снять короткометражный фильм на японском языке. Это был первый курс. Мы вообще мало что знали на японском языке, и вот как-то так, вот путем проб и ошибок мы писали сценарий, потом снимали. Я, конечно же, вызвалась режиссером. Вот. И когда наш фильм был готов, мы его показали в актовом зале большом в культурном центре. И я не знаю, это, наверное, было такое незабываемое чувство, да, когда ты видишь плоды своей работы, и люди откликаются, да? Люди хотят дать обратную связь, люди, возможно, чему-то учатся, да, от твоего фильма. И мне показалось, что вот если я буду чувствовать себя вот так вот, я буду самым счастливым человеком. Вот. И уже где-то на 3-м курсе я решилась на такой более серьезный проект короткого метра. Да, он называется «Внутренний голос». Это короткометражный фильм с участием глухих. И этот фильм я специально снимала для того, чтобы поучаствовать в «Кино без барьеров». Это был 2-й республиканский наш кинофестиваль. И с радостью я взялась за него, несмотря на то, что это было очень сложно. Я не знаю жестового языка, я не знаю, что такое там иметь команду съемочную, да, и так далее. И съемки на тот момент, они заняли, по-моему, минимум полгода.
вот, несмотря на то, что это был короткий метр. Но когда мы его показали на кинофестивале, зритель так хорошо его воспринял, и также эксперты тоже увидели наши старания. В тот момент мы взяли гран-при. Вот. И, наверное, это был вот такой вот переломный момент, что ли, да, что я подумала, несмотря ни на что, вообще, будучи на любом этапе, я не знаю, от любой отправной точки можно дойти до своей мечты, наверное, да. И на тот момент я поняла, что моя мечта — это вот работать в кинематографе. Это был 2013 год, да, а в 2014 вот идея, она родилась этого полного метра. При этом сценарий тоже пишете вы? Да. Полностью? Да, конечно. Да? И режиссура, и монтаж? Смотрите, наверное, монтаж своих коротких метров, да, полностью я делала. Ну, это, конечно же, не связано, наверное, с тем, что типа я такая, давайте. Я все могу. Да, я все могу, я все хочу. Нет, это потому что, нет бюджета, все, как бы, выхода нет. Ты берешь и как... Молодое кино. Да. То есть, вот, например, тот же самый внутренний голос. Да. Тот же самый внутренний голос я сняла буквально за один тортик и 3000 рублей. Как это? Кому тортик? Тортик я подарила оператору. Он был просто счастлив. Вот, а 3000 рублей мы потратили на костюмы. Вот. И я вот до сих пор благодарна всем тем ребятам, которые решились поучаствовать в этом очень амбициозном проекте и как вложили в него всю душу, сердце, свои способности, свой талант и так далее. Да? Вот, мы до сих пор общаемся. И мне кажется, то, что именно тогда я как-то себе доказала, что можно, даже если у тебя нет режиссерского образования, даже если ты там, тебе 19 лет, вот, ты можешь взять камеру, и если у тебя есть очень классная идея, она вдохновляет других людей, ты можешь вокруг себя собрать таких же, наверное, ребят с горящими глазами, да, то все достаточно просто. И доносить какие-то по-настоящему важные для тебя мысли. Да. Получается же так, что все равно же из внутреннего какого-то желания сообщить Да, миру что-то важное. Конечно. Аполлинария, у вас мама Яна Угарова. Это человек, который абсолютно не нуждается ни в каком представлении. Это активность, это огонь, это постоянно какие-то проекты творческие, общественные, разные. При этом по линии отца вы потомок тоже очень известного человека, Илья Кулачикова. С точки зрения генов это, конечно, бонус, фарт и очень повезло. А вот с точки зрения ощущения ответственности, с точки зрения желания пройти свой путь, как это ощущается? Наверное, сразу хочу сказать, да, что груз ответственности ложится прямо с детства, чуть ли не с детского сада. Тебе говорят о том, что ты же интеллигент в 4-м поколении, ты правнучка великого поэта. Вот. Многих, наверное, больше триггерило на то, чтобы высказать мне какое-то свое недовольство тем, какая я, да, это мое незнание якутского языка. То есть, да, так случилось, да, что, во-первых, с детства я очень хорошо говорила, да, очень рано начала говорить. И так случилось, что в моем окружении не было тех людей, которые чисто на якутском языке разговаривали. То есть у меня были русскоязычные ясли, русскоязычный садик, русскоязычная школа. Среда русскоязычная. Да, вот. Учитывая то, что я родилась и выросла в городе, да, это как бы ясно, понятно. Вот. Но почему-то других людей, окружающих, это как-то вводило в какое-то замешательство, что ли, да, как так, да, правнучка великого поэта.
якутского, который писал на якутском языке, да, еще и не знает якутского языка. Вот. Ну, сразу, наверное, нужно сказать, да, что даже дети Серафима Романовича Кулачкова, ну, во-первых, они сахаляры, вот, и они знают якутский язык, но при этом используют как бы по большей части русский. Соответственно, ну, я вот росла в этой семье также. И я думаю, то, что это абсолютно нормально. Да? Самое главное — это кем ты себя чувствуешь. Да? Вот. Я все равно чувствую себя якуткой. И самый, наверное, интересный момент, который всех удивляет, да, что я, не зная особо хорошо якутского языка, все равно сняла фильм на якутском языке. Да. Присутствие на якутском языке. Да, полностью на якутском языке. Вот. Но это важно было для вас? Это очень было для меня важно, да. Наверное, таким образом я хотела бы, ну, дать дань уважения, да, своим предкам. Вот. И я знаю то, что мои бабушка с дедушкой, да, Варвара Николаевна Угарова и Иннокентий Спиридонович Угаров, они очень, наверное, ждали, хотели, чтобы я все-таки заговорила на якутском языке, да, но вот этот вот проект, он как такой некий, наверное, подарок для них, что ли. Вот. Что, наверное, касается, ну вот по маминой линии, да, вообще по маминой линии у меня очень много таких вот женщин прямо, которые сильные духом, прямо вообще такие активные, очень ведущие активные. за собой. Да, и когда ты растешь с такими яркими примерами, ну как можно как-то вообще ничего не делать, как можно вообще ни к чему не стремиться, да, то есть это уже автоматически как будто вот в тебе заложено, да, вот это вот зерно, и все, да, то есть, ну, даже вот когда я слушаю рассказы бабушки, да, как их родители, да, вот себя вели, как их женщины, вот там, какими они были, меня просто вот до сих пор, я думаю, боже мой, мне до них как до Луны. Вот. И это все равно подстегивает. И мне кажется, что это очень хорошо. Да, очень хорошо, потому что тебя все равно по жизни что-то должно мотивировать. Ты не можешь сам как-то изнутри постоянно искать в себе мотивацию. Да? Хорошо, когда с разных сторон как-то тебя либо стимулируют и говорят, ну-ка, там, не сиди, там, потому что время идет, там, или еще что-нибудь, да, вот, потому что, оборачиваясь назад, несмотря на то, что это сложно преодолевать какие-то препятствия, да, на пути к целям, сложно вообще что-то делать, когда уже там сил нету, когда уже кажется, что все бессмысленно, да, вот, но это опыт, он бесценный, вот, и те результаты, к которым ты приходишь, все, они уже твои, и как бы их не изменить. И это очень важно. И благодаря вот этим вот результатам ты все равно чувствуешь себя как-то реализованнее, что ли, да, более увереннее в себе. Вот, поэтому, ну, это все благодаря вот примеру моей мамы, моих бабушек, да, моих прабабушек, да, потому что это действительно были очень есть очень сильные женщины, да, яркие, вот, и до сих пор делятся своей мудростью. Это очень здорово. Как это здорово! Я сейчас услышала такое, наверное, одно из, единственное правильное из возможных отношений вот к такому. То есть можно к этому относиться как к давлению, да? Давлению авторитетов бесконечных, особенно когда авторитетов много, и давлению общества, когда все время в сравнении находишься вот со своими близкими родственниками, и это тоже давит, и как будто бы все время такое давление. А вы это вот сейчас как-то так преподнесли, что это не давление, а что это основа. Что это фундамент, на котором твердо и уверенно и гордо стоять. Это очень здорово. Блиц такой небольшой. Любимое место на Земле? Любимое место на Земле —
Это рядом с сыном. Сколько сыну? Сыну 7 лет, он в этом году пошел в школу, в 1 класс. Это прям очень волнительно, я тоже как-то повысилась в статусе, да? То есть я стала мамой школьника. Для меня это в новинку, это немножко что-то другое. Вот. Но вот когда я с ним, я прямо понимаю, вот это вот место, которое я могу назвать домом. Если выпадет свободный день, чем вы его займете? Я думаю, ответ очевиден, но однако. Пойду гулять с сыном. Если свободное время, вот, кстати, тут, наверное, немножко я по-другому скажу, да, потому что был такой момент, когда в свой день рождения я решила, типа, отдохнуть, для себя провести этот день. Но так получилось, что я взялась за свои новые проекты и стала писать сценарии, я стала оформлять там презентации. И в конце вот этого дня я такая подумала: так, подождите, то есть мой идеальный день, мой как бы выходной — это тот день, когда я делаю что-то свое, реализую свои проекты. И вот действительно сейчас вот я тоже уже убеждена в этом, что мой идеальный день — это когда я работаю и реализую свои идеи. Вот. Свободный день — свободный день — это прекрасное время для того, чтобы реализовать свои идеи. Совет от Аполлинарии. Чего не умеете, но хотели бы научиться? Я плохо плаваю. Я абсолютно не умею кататься на велосипеде. Я в детстве умела, потом я упала в канаву, и все, с тех пор у меня просто травма на всю жизнь. И вот было бы интересно. А так, чего я, наверное, не умею, но хотела бы еще... Шить, вязать? Нет, вот как раз-таки шить, вязать я... Умею. Да, я умею, да. И это очень весело, да, но это, наверное, не то, что прямо, типа, как желание можно определить. А так, я бы хотела, кстати, научиться хорошему монтажу фильмов. Я, оказывается, на этом проекте поняла то, что мне надо вот стремиться куда-то туда, в ту сторону, да, потому что стать режиссером монтажа именно кино, именно игрового кино, это прям такая, не знаю, прям классная мечта, которая заряжает и которая прям это греет. Какой прекрасный трудоголик перед нами сидит. Хорошо. А что в жизни важнее всего? В жизни важнее всего любить, что ты делаешь. Вот. Потому что я считаю то, что как только я начала заниматься кинематографом, я прям заметила, что я, несмотря на то, что выспалась, не выспалась, там устала, выгорела, я просыпаюсь очень рано и с радостью бегу на съемочную площадку. У меня такого вот прям... я не помню, чтобы было где-то в каком-то другом месте, да, в каких-то других сферах так. Но вот в кинематографе, несмотря ни на что, у меня всегда улыбка на лице. Я всегда думаю, как же это здорово работать в кино. Я прямо чувствую эту ценность, и каждый день вот я вот прям просыпаюсь и думаю: фуф, это был не сон. То есть я действительно работаю в кино, я действительно кинематографист. Вот. И это греет. Это, не знаю, я очень надеюсь, да, что как-то моя история, возможно, хотя бы одного человека, но вдохновит, да, работать в кино. Вот, потому что это лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире для вас, значит, вы на своем месте находитесь. Да, вот. И любить свое дело, любить, не знаю, то, чем ты занимаешься, это великое счастье. Представьте себе, да, вот каждый день вы уделяете тому, во что вы влюблены. И
ну, как бы я не знаю, как еще можно описать счастье. Идете поливать свой прекрасный сад, Да, зная, что он принесет вам чудесные плоды. Действительно счастье. да, это правда. Вот так вот. Главное еще знать, что твое дело, наверное, оно людям помогает. Нужно не только тебе, да? Ну, конечно, И людям конечно. полезно. Да, потому что я вообще думаю, то, что ни один человек не хочет быть в этом мире бесполезным. Да. Да. Все хотят быть полезными, все хотят как бы помогать другим. Вот, возможно, они ну, как-то не признаются в этом себе каждый день, да, но при этом это все равно в каждом из нас есть, и оно как-то негласно, и ты все равно делаешь всегда из состояния быть полезным действительно. Тогда получается, что нужно любить свое дело и понимать, в чем польза. Да. Отлично. Ну, я желаю вам любить, наслаждаться каждый день. Да, каждый большое. день. Все, что вы делаете, успехов в вашей премьере, и успехов во всех ваших последующих проектах. И традиционно, пожалуйста, мы завершаем обычно пожеланиями от нашей гостьи. Дорогие зрители, ходите в кино почаще. Я очень хочу, чтобы каждый из вас, да, имел такую возможность прийти в кинозалы, окунуться в эту потрясающую атмосферу, почувствовать, наверное, себя в каких-то других ролях, да, попробовать пожить какую-то другую интересную жизнь, да, потому что каждый кинематографист, он снимает фильм для зрителя, вот, и все эти годы мы снимаем кино именно для вас. Спасибо большое. Сегодня мы поговорили с Аполлинарией Дегтяревой.